Галоўная задача, якая стаіць перед маладым пакаленнем, ведаць і шанаваць подзвігі, здзейсненыя нашымі продкамі. Сёння хлопчыкаў і дзяўчынак актыўна далучаюць да важных гістарычных традыцый нашай краіны. У тым ліку данясення варты ля вечнага агню. На працягу 48 гадоў лепшыя юнаармейцы ў любое надвор'е стаяць на пасту ў памяць пра тых, хто змагаўся і загінуў за нашу радзіму. Каждая школа раз в год на одну неделю освобождается от занятий для того, чтобы нести вахту памяти у вечного огня. В каждой школе создается мемориальный отряд, который насчитывает 33 старшеклассника, которые заступают на вахту памяти. Несут ее и в субботу, и в воскресенье, выходные и праздничные дни. Хотел бы поблагодарить всех родителей, которые воспитывают своих детей патриотами своего отечества. Ганаровага права несці вахту памяці былі ўдастоены 45 устаноў адукацыі. Гэта 1500 старшакласнікаў абласнога цэнтра. Праз варту цытадэлі за ўсе гады існавання прайшлі больш за 96 тысяч юнаармейцаў 8-11 классов. Вот это этап работы каждого учреждения образования. Потому что работа эта проводится с 1972 года, проводится системно. Ни дня мы не утратили, даже в самые сложные годы, разрухи, становления нашей государственности. Всегда ребята несли службу на посту памяти. Для выканання ганарова юнаармейскай місіі яны прымалі ўдзел у памятных падзеях, якія праводзіліся на свяшчэннай зямлі Брэсцкай крэпасці. Сёння гэтыя хлопчыкі і дзяўчынкі не проста навучэнцы, якія надзелі ваенную форму. Іх стылем жыцця стаў гонар і добрасумленнасць. Вот этот титанический труд, который проделывают вот эти молодые парни, девушки, даже не каждый военнослужащий в армии может похвастаться такими показателями в строевой подготовке. И это ежедневные тренировки, это подготовка теоретическая, это дорогого стоит. И здесь огромный вклад и педагогов, которые занимаются с ребятами, ну и самих ребят, конечно. Без личного желания ничего бы у них не получилось. Нясенне вахты памяти, абавязок и подяка за спокой, означают молодые люди. Вахта памяти – это в первую очередь наша ответственность, это наш долг перед погибшими героями Великой Отечественной войны. И, конечно же, каждый юнаармеец относится к этому с большим трепетом и с большим уважением. Для меня это была очень ответственная задача, к которой я стремился многие годы. С 9 класса нес вахту памяти. Я отвечал за свою подготовку, как физическую, так и строевую. Ну и, безусловно, моральный дух тоже был важным, так как не каждый сможет выдержать различные стрессовые ситуации, погодные явления. У гэтым годзе па выніках працы паста нумар 1 лепшым стаў мемарыяльны атрад гімназіі нумар 2. Другое месца было прысвоена сярэдняй школе нумар 35. Трэцяе заняла гімназія нумар 4. Юлія Селюк, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».